В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. В Якутске открыт первый офис банка «Открытие». Какие финансовые услуги будет предоставлять банк, каковы приоритеты в его деятельности, в каких инвестиционных проектах в Якутии намерен участвовать, об этом мы узнаем у члена правления банка «Открытие» Александра Пахомова. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Не могу не спросить, хотя Якутия и большая по территории, но живет здесь менее миллиона человек. В этой связи чем привлекателен наш регион для вашего банка, в особенности столица региона, город Якутск? Во-первых, банк «Открытие» – это порядка 700 офисов по всей России. И на Дальнем Востоке мы с открытием офиса в Якутске представлены во всех субъектах федерации. Мы универсальный банк, который работает со всеми сегментами. И с населением, и со средним бизнесом, и с крупными корпорациями. И, безусловно, Якутск для нас является и сама республика интересным регионом для развития. Мы видим здесь огромный потенциал, мы видим здесь для себя потенциал работы не только с населением, но и с правительством, с субъектом на территории непосредственно республики. Поэтому и открыли офис. В сентябре на полях 5-го Восточного экономического форума глава нашего региона Исен Николаев и председатель правления банка «Открытие» подписали соглашение о сотрудничестве. Хотелось бы поговорить о каких проектах конкретно будет идти речь, в каких проектах будет участвовать банк. Непосредственно с точки зрения работы с субъектом, во-первых, мы уже предоставили финансирование городу Якутску. То есть мы профинансировали город, выиграв конкурс еще в конце весны 2019 года. Во-вторых, мы сейчас детально обсуждаем дорожную карту и направлений, собственно говоря, несколько. С одной стороны, это возможность взаимодействия правительства и банка по направлению льготной ипотеки. Вы знаете, что существует целая программа, направленная на то, чтобы сделать ипотеку для жителей Дальнего Востока под ставку 2%. То есть, буквально сегодня мы в правительстве обсуждали эту историю, и, скорее всего, мы готовы будем присоединиться к этой программе, чтобы у жителей Дальнего Востока, непосредственно Якутска и республики, была ипотека под 2%. Это первое. При субсидировании ставки со стороны правительства, со стороны федеральных министерств. Второе направление, которое мы активно сейчас обсуждаем и выбираем проекты, где мы можем сотрудничать с республикой, это строительство социальной инфраструктуры, это строительство, возможно, детских садов, возможно, школ в рамках государственного частного партнерства. Банк выступает источником финансирования, субъект – заказчик, безусловно, локальный подрядчик. То есть это обеспечение жителей региона социальной инфраструктурой. И третье направление непосредственно – это возможность пополнения бюджета субъекта за счет либо участия в конкурсах по финансированию дефицитов субъекта, либо размещения субфедеральных облигационных бумаг. То есть это такой инструмент, который позволяет субъекту на более длинные сроки, под более низкую ставку получить финансирование. Здесь мы тоже готовы участвовать. И плюс ряд отдельных проектов, связанных и с северным завозом, и с отдельными компаниями. То есть у нас целая дорожная карта, по которой мы сейчас продвигаемся вперед и смотрим те проекты, где максимальная полезность банка для региона и в обратную сторону. Как раз таки вы уже заговорили об ипотеке. Это довольно-таки востребованный продукт на Дальнем Востоке. Вы сказали, что он будет предоставляться под 2%. А когда это произойдет? Я говорю о том, что мы готовы участвовать в этой программе. Это вопрос, когда это произойдет, это вопрос ровно структурирования программы на федеральном уровне, выделения под это ресурса и механизма субсидирования. Я могу сказать, что есть региональные, локальные различные программы в ряде субъектов, когда жителям того или иного региона бюджет региона субсидирует ставку до какого-то уровня. Например, вы получаете ипотеку в банке под ставку, например, 9%, да? И попадаете под критерии определенные, которые позволяют вам получить субсидию, и тогда региональный бюджет субсидирует вам ставку, перечисляет за вас в банк какой-то процент, который вы должны заплатить, а для вас, как для жителя того или иного региона, финальная ставка составляет 5%. В моем понимании в такой же логике должна развиваться история с ставкой под 2%,
либо какие-то другие программы. То есть это заложить деньги в федеральный, региональный бюджет, принять программу, определить перечень лиц, которые имеют право на субсидирование этой ставки и подходят для этой программы. И дальше договорная база с банками, которые предоставляют кредит по абсолютно нормальной ставке, а дальше идет субсидия. Причем инструментарий с точки зрения технологии, как это сделать, он у нас уже есть. То есть мы это уже умеем делать. И здесь вопрос продвижения с двух сторон законодательства, бюджет. А если говорить про ипотеку отдельно в банке открытия, то у нас, я могу вас уверить, самые низкие ставки на сегодняшний день на рынке. Первое. Второе. У нас ипотека легко доступна, потому что вы полностью можете подать заявку через сайт, через интернет, не приходя в банк. Плюс приложить фотографии на телефоне, сделать фотографии документов. Это справка 2 НДФЛ, это ваш паспорт. Приложить, банк с вами созвонится специалист, может быть, задаст уточняющие вопросы, проанализирует вашу заявку, примет решение, и уже такое предварительное решение, и уже пригласят вас в банк. Когда вы придете в банк, уже с документами 20 минут и ипотека оформлена. Причем ставки у нас на самом деле самые низкие на рынке на сегодняшний день. Давайте тогда поговорим о других продуктах, которые предоставляет ваш банк помимо ипотеки. Какие выгодные условия предлагаете? Ну, во-первых, конечно, у нас одна из лучших карточек на рынке – это Open Card. Это, по сути, пластиковая карта, это ваш кошелек, который позволяет, во-первых, абсолютно бесплатно снимать деньги в любом банкомате. С процентами, без процентов? Бесплатно, без процентов. Без процентов в любом банкомате. Причем это могут быть как банкоматы наших банков-партнеров, так и банкоматы Сбербанка. Второе, помимо бесплатного снятия, это бесплатный перевод на карточку в другом банке, либо на счета. То есть мы прекрасно понимаем, что даже если вы получаете зарплату через наш банк, у вас есть родственники, родители, о которых вы обязаны просто позаботиться с точки зрения морального права, наверное, и обязательств, да, могут иметь счета в других банках, поэтому мы даем возможность бесплатно в другой банк перевести деньги с этой карточки. Итак, бесплатно снимаем, бесплатно переводим. Ну и, наверное, очень важная история, что мы все прекрасно понимаем, что в наше время деньги должны работать. И деньги, которые вам платит работодатель, тоже должны работать. Поэтому инструмент работы – это кэшбэк. Этим все пользуются, но одно но. У нас кэшбэк 11%. Open Card, приходите к нам в отделение, новое, которое мы открыли, получаете Open Card, 11% кэшбэк, бесплатное снятие в банкоматах, бесплатные переводы. Пример. Второй пример продуктов. Помимо ипотеки, помимо кэшбэка, помимо, безусловно, кредитов наличными, на, поверьте мне, очень комфортных и выгодных условиях, да, мы универсальный банк, мы работаем с разными сегментами. Это еще малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес, с одной стороны, безусловно, у нас мы с МСП взаимодействуем, то есть все эти льготные ставки, которые по программе МСП предоставляются, мы в этих программах участвуем, это первое. Второе, у нас развернута своя программа кредитования тех клиентов, которые не могут подойти под МСП, например, да, и это тоже ставки на нижнем пороге, на нижней границе рынка. Третье, мы прекрасно понимаем, что малому бизнесу очень часто важен правильный сервис. У нас банк открытия – это не только банк открытия, мы как группа открытия. У нас помимо самого банка есть еще лизинг, у нас есть факторинговые компании, у нас есть Банк.Точка. Банк.Точка – это, собственно говоря, специальный онлайн-банк для малого и среднего бизнеса, где вы дистанционно открываете счета, обслуживаетесь, делаете все операции абсолютно дистанционно. То есть, но при этом, безусловно, за какими-то операциями, если есть необходимость, можете прийти, проконсультироваться в офис, который мы открыли сегодня в городе Якутске. И по малому бизнесу есть еще один важный элемент. Вы знаете, малый бизнес по-разному развивается. И где-то сегодня в регионах хорошо, да? Не про это даже. А есть одни предприниматели, которые очень успешные, другие, у которых бизнес не заладился. При этом есть простая статистика, что предприниматели, которые открывают бизнес по франшизе, в 80% успешны. С чем это связано? С тем, что открывая бизнес по франшизе, они получают компетенцию, знания, как вести бизнес и специальные навыки вплоть до маркетинга, брендинга и так далее. Да?
и они покупают полуготовый пакет и дальше на нем зарабатывают. И, как правило, такие бизнесы в 80% успешные. Статистика. Будет полезная информация. Да, почему так происходит? Потому что знания. И мы для предпринимателей открыли специальный сайт Open Academy. Заходите туда, пожалуйста, уважаемые предприниматели. Там на этом сайте Open Academy успешные предприниматели делятся своим опытом. Как они запускали бизнес, какие ошибки не допускали, как не допускать этих ошибок, как стать успешным предпринимателем. То есть мы помимо того, что даем сервис расчетный, кредитный, мы еще и делимся знаниями с предпринимателями, как быть успешным. Ну, как раз-таки вы уже начали говорить о виртуальных услугах. Давайте вот продолжим вот в этой теме. Да? Какие еще Банк Открытия предлагает услуги в виртуальном мире, онлайн-услуги? Вы знаете, безусловно, есть виртуальный мир. Но мы с вами находимся в реальном мире, поэтому очень важно, чтобы эти два мира состыковывались. И вы можете многое что сделать онлайн. У нас великолепный онлайн-банк для физических лиц, для малого и среднего бизнеса, и клиенты могут совершать там большую часть операций. Но вы точно так же, помимо того, что являясь клиентом и пользуясь этими онлайн-сервисами, вы можете виртуально стать нашим клиентом, даже не будучи им. То есть, что вы можете сделать? Вы можете зайти на сайт Банка Открытия, например, заказать себе кредитную карточку и выбрать тему «Доставка на дом». К вам придет человек с планшетом, вот виртуальный мир сегодня, он придет с планшетом. На планшете, то есть, что важно, когда вы приходите в банк? Идентифицировать личность и занести это в систему. Он принесет вам карту, он с этим планшетом сделает фотографию, прикрепит вашу фотокарточку к системе, чтобы никакое другое лицо не могло воспользоваться вашими средствами. Да? То есть это безопасность. Кибермошенничество да, сейчас. абсолютно точно, да. Поэтому мы делаем фотографию, прикрепляем, выдаст вам карту, и вы клиент банка. Но вы уже пришли в Якутск. Какие дальнейшие планы у Банка Открытия? С точки зрения региона планы очень простые. Увеличить свою долю, занять быстро 5-ю позицию, а в перспективе войти в топ-3 банков по объему бизнеса, нарастить клиентскую базу. Александр, большое спасибо за интересную, а самое главное, нужную информацию. Это была программа «Актуальное интервью» с гостем студии, членом правления Банка Открытия Александром Пахомовым. Мы поговорили об открытии первого офиса в Якутске, о том, какие финансовые услуги будет предоставлять Банк Открытия и каковы приоритеты в его деятельности. Не переключайтесь.